Урмейлі достар, біз яйынымызны енді невбеттегі қысмыны башлаймыз. Яғни студиямызда мұсафыр, сіз белкіде көресіңіз, біздің софрамызда шымды бұрчоқ, мерақлы өсімліклер болынмақта. Нелер бұнлар, насы олар пейда олар, нелеріні yapmaq керек олар осмесі үшін. Келіңіз бері белікте өгінек, чүнки мұнда енді мен мутихасыз дегілім, мұнда енді мутихасызлар бар. Весе сыраса дейіште бостанжылық, бақчажылық хақында сөз дегіл сағылдасылар, мақсус лабораториялар ве илми ішлер хақында шымды лав версетедеміз біздің субетіміздің сақын қачырманыз. Қаршылын сізі исе біздің студиямызда Владимир Назаров, биология илмлерін намзеті, химия ве биология факультетінің ботаника, осымліклер физиологиясы ве биотехнология кафедрасының доценті, Владимир Курьянов, химия илмлері доктор, биология ве химия факультетінің органик ве биология химия кафедрасының профессоры, ве Екатерина Семенова, созвездие кактусов и орхидей, илми студентлер джемиетінің рейсы. Селям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Рада вас видеть на Как гостях. настроение? Как началось ваше утро? Утреннее с вашей чашечки вкусного кофе. Самое главное, хорошее настроение, позитивно весь день. О науке сегодня поговорим, да, и в частности о перспективах развития современных биотехнологий в Республике Крым. Владимир Олегович, так расскажите нам, какие эти перспективы и как раз-таки о работе той самой лаборатории, о которой мы весь эфир уже обещаем рассказать сегодня нашим телезрителям. Биотехнология сегодня – это, наверное, одно из ключевых направлений, которое позволит и аграрной отрасли, и вообще говоря, всей отрасли растениеводства республики выйти на новые рубежи. В университете с 2016 года разрабатывается новая магистерская программа. Она имеет междисциплинарный характер и называется биохимия, биоинформатика и биотехнология. В рамках этой программы создано уже 11 совершенно новых, по-своему уникальных научно-образовательных лабораторий, которые сегодня позволяют нам обучать студентов и вести научные исследования, ну, как говорят в этих случаях, по последнему слову науки и техники. В этих лабораториях уже создан целый ряд уникальных методик, которые позволяют, например, нам говорить о том, что университету по силам воспроизводства эндемических растений республики в интересах как мы очень надеемся на рождающейся фармацевтической отрасли, так и в интересах совсем другой области человеческой деятельности, например, зеленого туризма. И ключевым вопросом здесь является то, что мы можем, если говорить об аграрном секторе, производить самый разнообразный безвирусный материал путем микроклонального размножения растений. Если говорить о фармацевтической отрасли, мы можем разрабатывать биотехнологии по воспроизводству растений с заданными свойствами, у которых концентрация биологически активных веществ будет выше, нежели чем у их собратьев, которые живут в дикой природе. Ну и самое главное, мы можем готовить в рамках этой программы современные кадры, которые так нужны республике. В моем понимании, это одна из важнейших составляющих того, что мы делаем. Ну а некоторые результаты нашей работы, я думаю, что вот Владимир Викторович лучше вам расскажет. Да, поделится научными достижениями. Да, вот то, что Владимир Олегович озвучил, так сказать, перспективы и стратегические задачи, можно, так сказать, хорошо объяснить вот на этом кусочке соцветия орхидеи. Все вы знаете, это фаленопсис, у многих стоят на подоконнике, но практически мало кто видел, что потом из цветков образуются вот такие вот плоды. Если внимательно посмотреть, то вот эта вот цветоножка, здесь она тоже цветоножка, а у цветка полностью отсутствует зависть. Это специальная такая стратегия, очень сложная стратегия репродуктивная у орхидей. Она направлена
на то, чтобы вот есть такая система опыления, она называется ударного типа, когда, ну, во-первых, опыление в орхидных – это отдельный вопрос, там нужно отдельную передачу делать, но если не вдаваться, так сказать, сейчас в детали опыления, вся стратегия в орхидных направлена на ударное опыление. Так что такое ударное опыление? Ударное опыление – это вот когда орхидея экономит на завязи, на семипочках, потому что у цветка нет ни завязи, ни семипочек, но вся энергия передается цветку и самой пыльце. После того, как насекомое захватит пыльцу, а этот процесс очень редкий, потому что орхидеи – великие обманщики, они обманывают всех насекомых, а обман всегда очень редко совершается. Да? Когда происходит процесс опыления, начинаются все ресурсы из растения только в ту зависть, которая вот опылилась. И вот этому плоду 60 дней. Еще ему 30 дней зреть, но это не рекордсмен, потому что среди орхидных есть виды, которые развивают семена в течение 460 дней, это больше года. Вот это и есть все, так сказать, стратегия ударного опыления, когда один акт опыления приводит к образованию, значит, Плода вот этого. плода, и в этом плоде вы можете примерно предположить, сколько там семян? Да, так сколько? Мы предположить наверняка не ну, можем. мы как бы в этой отрасли не разбираемся, Ну поэтому... ладно, ну сколько может вот в огурцы, вы огурцы, помидоры знаете, да, ну сколько семян может вот здесь вот поместиться? Ну, если в огурцах, 100 то штук. я там, ну, 1000... Я считал ну, как-то раз. сотню как-то, да, вы насчитаю, может. А вот Ладно, здесь... не буду мочить, значит, у этого конкретного сорта 50-70 тысяч. Тысяч, Ого. да, но есть и рекордсмены, у которых до 6 миллионов семян. И как они помещаются туда? Ну, дело в том, что семена у орхидных, они микроскопические, мелкие. Я вот здесь вот прихватил уже зрелый плод, коробочку. Очень сложно. Можно вот можно попылить здесь немножко, попылить. Если это безопасно для жизни. Это не аллергический? Нет, нет, нет. Тогда можно. Сейчас Это вот. даже вот. А, то есть семена приблизительно Видите, как пыль по размеру. летит, да? Да. Это Вот это куркума? вот семена. Это семена. То есть в ближайшее время, по теории, у нас должны вырасти Конечно, орхидеи в студии. конечно. Если правильно. Для этого вам нужно превратить студию в биотехнологическую лабораторию. Да? Значит, давайте вернемся к существу вопроса. Вот это пример показывает, насколько сложная репродуктивная биология орхидных. И во времена Чарльза Дарвина считали, что орхидеи не могут образовывать жизнеспособные семена, потому что они считали полевидные и так далее. И только, значит, вот благодаря отдельным ученым, как Бургеев, Кнутсен, Бернар, было доказано, что это полноценные семена. Зародыш у них, ну, сотни долей миллиметра составляет, да, и он не имеет питательных веществ. И самое интересное в том, что для его прорастания необходимо, чтобы специальные грибы проникли в зародыш, и орхидея на этом грибе паразитирует. А как она паразитирует? Как именно? именно? А дело в том, что внешние слои зародыша, они более-менее транспарентны для гифов, и после того, как гифы начинают углубляться в внутренние ткани, то там есть специфические клетки с высокой иммунной системой, и они фактически потом пожирают все эти гифы. И долго считалось, что это симбиоз, но последние исследования все-таки склоняют научный паразитизм коллектив, что всё-таки, паразитизм, да, потому что до сих пор непонятно, что грибы получают от орхидей. Вот орхидеи, понятно, запустили, сожрали, и так вот они развиваются. Естественно, из таких крошечных семян образуются вот такие вот крошечные протокормы. Вот этим протокормам более 2 месяцев, да? Это вот у нас... Не вот так. Да. Давайте я продемонстрирую Может, нашим Давайте, там зрителям. среда немножко жидкая, поэтому вот... Прям экземпляры из лаборатории. Да, и там в Чистенькие, да. чашке, ну, порядка там 2-3 тысяч маленьких семян. Естественно, они долго растут. Для того, чтобы их... Здесь нет грибов. Для того, чтобы вырастить, нужно, естественно, специальная среда. Это готовится в наших вот лабораториях. Благодаря программе развития мы получили и оснастили лабораторию современным передовым, значит, оборудованием. И теперь, конечно, можем фактически миллионами производить орхидеи. И у нас до карантина примерно 1 миллион был сеянцев, но, к сожалению, карантин очень здорово редуцировал это все. Мы теперь снова восстанавливаемся. И у нас есть также второй этап. Вот мы переходим к тому, чтобы перевести орхидеи в субстрат. И вот это вот сеянцы,
вот эти сеянцы, уже полученные из наших плодов. И на это ушло 1 год и 2 месяца. Причем это не первые сеянцы. Первые 5 потоков мы загубили в экспериментах, подбирая условия перевода. Это очень сложно на самом деле, потому что когда из стерильной чашки растение попадает в субстрат, где кишат микроорганизмы Такие и грибы, процессы то отпад был большой. Но мы уже подобрали с той технологии, когда тоже можно. Когда мы сведем все эти биотехнологические процессы в единую цепочку, и студенты нам очень сильно помогают, они создают специальные технологии стерилизации семян. Именно благодаря вот этой методике студенты, которые участвовали в развитии, мы можем такие вот густые посевы иметь. Да? И, кроме того, выходы там будут и в фармацею, и, опять же, все орхидные редкие исчезающие растения. В Крыму у нас также 45 видов. Естественно, что наша технология, она с небольшими, так сказать, изменениями подходит для их. Опять же, то, что сказал Владимир Олегович про туризм, мы можем уже тогда не просто сохранять популяции редких исчезающих орхидей, а прямо делать на туристических маршрутах специальные с искусственной популяцией, чтобы таким образом привлечь туризм. Причем это будет май, когда еще у нас межсезонье. Так что все это интересно. Но я подчеркиваю, что вся эта работа ведется в том числе и с активной помощью наших студентов. Вот сегодня у нас в студии Екатерина Семенова, она моя специализантка, бакалавр, и она немножко расскажет о других растениях, которые она также пытается изучать и применять различные технологии. Это кактусы, да, как мы понимаем? я так Расскажите нам, догадываюсь. пожалуйста, да. Тема моей бакалаврской и вот теперь уже магистерской диссертации напрямую связана с таким явлением, как индуцированный мутагенез некоторых видов и форм кактусов. К объекту моего исследования относятся бесхлорофильные виды гимнокалицум михановичи. Вот перед вами гимнокалицум михановичи форма рубра. Он как Казалось раз, бы, просто да, кактус, а он какое как раз название сейчас замечательное. находится в цветении, в фазе цветения. Нам удалось застать этот Да. удивительный период, да. И характерная черта таких видов это отсутствие хлорофилла, то есть в естественной среде они не встречаются. И для того, чтобы они хоть как-то выживали, они должны носить форму прививки, то есть вот это один вид, а это другой, и питается бесхлорофильный вид за счет хлорофильного вида, как бы такой паразитизм легкий. Мы в нашем студенческом научном обществе также проводим практические занятия по проведению таких прививок. И в наше студенческое научное общество может вступить любой желающий. Особенно мы ждем школьников, так как это очень активные и любознательные ребята. Но помимо прививки, мы также, конкретно я занимаюсь еще, как уже было ранее сказано, одним из биотехнологических методов – это культура инвитро. Но в своем рабочем процессе у меня, правда, я иногда сталкиваюсь с такими проблемами, как спящие инфекции. Что Да, это? мы вот в подготовке к программе услышали такой термин «спящая инфекция». Что это такое? да? Образно говоря, это микроорганизмы, которые могут пройти стерилизацию в процессе посадки растений, но при этом потом выжить и совместно с растениями выделять свои токсические вещества. И для того, чтобы каким-то образом от них избавиться, мы используем мутагенез совместно с нашими коллегами из физико-технического института КФУ. В общем, да, мы используем мутации облучения. Но также мутации нам позволяют не только избавиться от патогенных микроорганизмов, но и повысить наше генетическое разнообразие. То есть ведется серьезная научная работа. Да, мы это видим. Казалось бы, для нас в обыденности это простые растения, а у них действительно такая удивительная жизнь, да, если это можно Они так очень сказать. разнообразные, да. Причем надо подчеркнуть, что у этой работы ярко выраженный междисциплинарный характер, что, в общем, и является даже в названии зафиксировано нашей программы развития. А здесь очень важно, если позволите, Владимир Викторович, отметить то, что вот специалисты, которых мы можем готовить, Да, все-таки кадры. после да. бакалавриата на нашу магистерскую программу могут прийти фактически из любой естественно-научной области знаний, из физики, где они получат дополнительные компетенции уже в области биологии и органической химии, прежде всего биоорганической. И вот этот вот реальный симбиоз знаний, умений и навыков, полученных в разных направлениях, очень часто рождает вот то, о чем сейчас Екатерина сказала.
Казалось бы, ну где облучение, где кактусы, да? И решит ли это задачу? Решает. И таких вариантов очень много, потому что понимание химизма протекающих процессов, биохимии растений, прежде всего, в данном контексте, почему это происходит или может происходить так, а совсем не иначе, вот это ключевой момент. И специалист, обладающий такими знаниями из разных наук, он многократно ценнее, чем классический отраслевой специалист, который знает только вот свою узкую область. К сожалению, вот это сегодня является очень часто препятствием для внедрения целого ряда инноваций в той же аграрной сфере или в сфере растениеводства. Поэтому вот направление, которое мы выбрали, оно предполагает как раз опережающее развитие кадрового потенциала республики и университета в том числе, вот, потому что кто-то этому должен учить. Безусловно, вот, да. Для того, чтобы можно было потом создавать новые отрасли в республике. Владимир Я хотел бы еще Да. добавить к тому, что сказал Владимир Олегович. Да, междисциплинарность – это хорошо, перспективы большие, но здесь есть одна проблема. Для того, чтобы быть специалистом во всех междисциплинарных науках, нужно начинать как можно раньше. И вот мы сначала думали, вот студенты, да, студенты осваивают, конечно, но нужно на самом деле начинать со школы. И Со школьной скамьи, то есть, да, да. вот у нас с Владимиром Олеговичем такая вот идея возникла о создании на постоянной основе класса для биотехнологии, причем она будет вначале реализована в дистанционном режиме, и фактически через какой-то период времени могут все желающие школы Крыма в этом принять участие, ну а дальше на конкурсной основе самые лучшие могут приехать в наши лаборатории, попробовать все, что они изучали в теории. И там дальше, конечно, наверное, очень много перспектив. Здесь Владимир Викторович, он человек скромный, поэтому он не говорит о том, что платформа для этих дистанционных занятий им уже разработана. Он еще и хороший программист, а не только биолог. Вот. Поэтому на этой платформе мы можем размещать любые материалы, вести занятия в любом удобном для ребенка режиме. И что самое главное, вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастья помогло, я про пандемию в основном. Вот. За это время Владимир Викторович на студентах отработал эти технологии, вот, проводя с ними занятия дистанционно. И, соответственно, сегодня по количеству участников мы фактически не имеем ограничений. Кроме одного, что нам надо вовлекать большее количество не только преподавателей, но и особо хочу подчеркнуть студентов-магистрантов и аспирантов, для которых занятия со школьниками – это новый вызов, который позволит им свой профессиональный уровень одновременно тоже повышать. Да, определенная и педагогическая практика. Конечно, да. конечно. Школа предполагает, собственно говоря, два этапа. Первый этап – это, если хотите, заочный, дистанционный, а второй этап – это этап очный, когда ребята смогут в период Наглядно. каникул приезжать и не просто смотреть, а работать, руками делать то, о чем сегодня Катя рассказывала, и Владимир Викторович. Да, кстати, Катя у нас мастерица на все руки. После того, как она проведет здесь вот, так сказать, презентацию, она побежит, знаете куда? Не знаем, В расскажите. школу. У нее полностью нагрузка, и она совмещает учебу с преподаванием. Естественно, все знания, которые она получает, она их тут же прямо вот передает, трансформирует. Только так можно стать специалистом высокого класса. Да, Катя? Широкопрофильным специалистом. Есть ли список школ, в которых уже планируете внедрить вот данную Да, у систему? нас пока вот на тестовом режиме мы планировали начать с нескольких школ города Симферополя и города Джанкой. Но этот территориальный выбор связан с тем, что у нас сотрудники лаборатории живут в основном в Симферополе, ну и я в Джанкое. Как только мы оттестируем, практически любая школа Крыма может принять в этом участие. Да. Я добавлю, что, опять же, Владимир Викторович, видимо, по скромности решил об этом не говорить, он уже проводил эти занятия. В прошлом и позапрошлом учебном году у нас на такой мини-школе по биотехнологиям были учащиеся 10-й школы города Симферополя, ее директор Наталья Владимировна Трещева. Сама выпускница нашего факультета очень так легко откликнулась на наше предложение, и детям очень понравилось. И
Второй эксперимент, который у нас такого рода, если хотите, педагогический эксперимент был, это со школьниками города Армянска. Они тоже приезжали к нам на весенних, прошу прощения, на осенних каникулах прошлого учебного года. Тоже поработали и готовы продолжать в этом направлении. Поэтому у нас есть не только возможности, но уже и определенный практический опыт для того, чтобы привлекать школьников к фактическому обучению в университете. То, что называется предпрофессиональная подготовка. Ну, мы желаем вам успехов, так сказать, чтобы не было дефицита кадров, действительно, чтобы уже молодые специалисты, когда мы говорим, да, это выпускники уже университетов, но все-таки со школьной скамьи действительно дети обучались этому. Я сейчас просто в восторге неком нахожусь, и мне порой даже не хватает слов, чтобы это все описать, но, тем не менее, я желаю вам, чтобы у вас действительно было очень большое количество кадров, которые будут этим заниматься. Это действительно красиво. И такая мысль была, когда вы говорили насчет орхидей, то, чтобы их где-то вдоль туристических маршрутов. Голландия славится своими тюльпанами. А почему бы не сделать так, чтобы Вы Крым попали славился прямо в точку. Прямо в орхидеями? сердце, да. И более того, то, что вы нам пожелали, это находится также в ваших руках. Почему? Мы можем с вами регулярно, так сказать, по мере того, как мы какие-то значимые результаты достигнем, в первую очередь и в школьном образовании, как-то через ваш канал это освещать, чтобы привлечь внимание, ну, широкой нашей педагогической общественности. Замечательно. Обязательно. Значит, мы желаем Договорились? вам... Да, Ну, договорились. сотрудничество получается. Да. Конечно. Желаем вам новых научных открытий и будем рады их осветить в рамках нашей утренней Спасибо программы. большое. Хорошего Спасибо. дня вам. Да, Спасибо. спасибо. Урметті достлар, yayınımızın devamı etemiz. Nefbeteki kısmımız sizler için yanı sözler galiba Ukrayna Lecek şimdi. Evet. Demek başlayımız. Buyurunuz.